Башкирия. Край леса и золота, нефти и химии. Край высокоразвитого сельского хозяйства. По объему производства сельскохозяйственной продукции Башкирия занимает третье место среди областей и республик Российской Федерации. Средний урожай зерновых здесь составил 16,7 центнера с гектара. Высокий урожай зерновых из года в год получают хлеборобы Илишевского района. В 1970 году он составил 27,8 центнера с гектара, а в среднем за годы минувшей пятилетки 24,7 центнера, что в 1,5 раза выше, чем в предыдущей пятилетке. Душой социалистического соревнования, бессменным руководителем и организатором героической борьбы за хлеб является районная партийная организация. Илишевский райком КПСС и Управление сельского хозяйства райисполкома совместно с производственным активом ежегодно весной намечают очередные задачи текущего года, а осенью подводят итоги минувшего сезона. В колхозах борьбу за хлеб возглавляют первичные партийные организации. Свыше 70% коммунистов и членов Ленинского комсомола занято на решающих участках производства в полеводстве и животноводстве. Каждый колхозник в районе относится с полной ответственностью к порученному делу, и все они заинтересованы в дальнейшем увеличении производства. Достижения тружеников сельского хозяйства района много лет подряд демонстрируются в павильоне «Зерно» на ВДНХ. По итогам работы 1967 и 1968 годов район награжден дипломами ВДНХ. 150 передовиков сельского хозяйства награждено медалями выставки. Илишевский район расположен на северо-западе республики, в переходной лесостепи. В районе имеется 21 колхоз с общей площадью сельхозугодий 142 тысячи гектаров, в том числе пашни 107 тысяч гектаров. Более 60% пашни выщелоченные и оподзоленные черноземы, 14% типичные черноземы, остальное серые и светло-серые лесные земли. По механическому составу почвы тяжелосуглинистые и суглинистые. В районе освоены правильные севообороты. Севообороты зерно-паропропашные, 7, 9 и 10-польные с такой схемой чередования. Пар чистый, удобренный, озимая рожь, яровая пшеница, кукуруза, яровая пшеница, горох в занятом пару, озимая рожь или яровая пшеница, сборное яровое. В колхозах и бригадах, где недостаточно естественных кормовых угодий, в полевом севообороте нарезается одно дополнительное поле, которое используется под многолетние травы как выводной клин. В таких севооборотах зерновые и зернобобовые культуры занимают 60-62%, в том числе яровая пшеница 35-40%. Яровую пшеницу в колхозах района высевают, как правило, по озимым, зернобобовым и пропашным предшественникам, пластам и оборотам пласта многолетних трав. Во всех хозяйствах района ликвидирована обезличка земель, посевы закреплены за механизированными звеньями. Первым и самым главным условием получения высокого урожая в Илишеве считают своевременное и высококачественное выполнение всех полевых работ. Семена в нужных количествах засыпают в процессе уборки, немедленно очищают их, просушивают и еще осенью доводят до посевных кондиций 1-2 класса.
Подъем зяби начинают в июле-августе и ведут одновременно с уборкой. На чистых от сорняков полях зябь пашут без предварительного лущения стерни. Поля, предназначаемые под семенные посевы, чистые поры, и поля из-под зерновых, если они не могут быть вспаханы в течение ближайших 2 недель, подвергаются предварительному лущению. Зябь, как правило, пашет с плугами с предплужниками. На черноземах на глубину 26-28 см, на серых лесных землях на глубину окультуренного слоя. В паровых полях и подпропашные культуры для улучшения водного и пищевого режима почвы производится углубление пахотного слоя. Для лучшего оборота пласта и ликвидации скрытого огреха илишевцы применяют плуги с наращенными отвалами предплужников, удлиненным лемехом первого корпуса и почвоуглубителями. На ранней зяби в целях накопления и сохранения влаги применяют послепахотное выравнивание поверхности в агрегате с плугом. При недостаточной влажности почвы для уничтожения глыб к плугу вместо борон прицепляют тяжелые катки. Для заравнивания разъемных борозд на свежевспаханном поле применяют специальные заравниватели, предложенные механизаторами колхоза имени Гафури. В сентябре-октябре, в случае появления всходов сорняков на ранней зяби, проводят 1-2 обработки почвы лаповыми культиваторами на глубину до 10 см. Рост урожайности зерновых в хозяйствах района достигается также рациональным использованием местных и минеральных удобрений. За последние годы колхозы систематически вносят органические и минеральные удобрения. Навоз вносят в пару под основную вспашку раннего или под весеннюю перепашку черного пара из-за расчета 25-30 тонн на гектар. Разбросанный по полю навоз заделывается немедленно. Основное полное минеральное удобрение азот, фосфор, калий вносится под яровую пшеницу и кукурузу, азот под озимую рожь в виде осенней или весенней подкормки. Гранулированный суперфосфат, как правило, вносят в рядки при посеве из расчета 15-20 кг фосфорной кислоты на гектар. После окончания определенного вида работы ее качество проверяет авторитетная комиссия. Приемка полей стала важным мероприятием в борьбе за высокую культуру земледелия. Илишевские хлеборобы знают цену почвенной влаги, умеют ее накопить, сберечь и поставить на службу урожаю. Зимой на ветроударных склонах по мере выпадения снега проводится многократное снегозадержание. В районе осуществляется стройная система подготовки и переподготовки кадров. Механизаторов обучают на краткосрочных курсах с отрывом от производства.
При местном училище механизации ежегодно проводятся курсы агрономов, бригадиров комплексных бригад и начальников механизированных отрядов. На курсах наряду с теоретическими докладами и лекциями организуется широкий обмен опытом. Весной главный агроном колхоза «Октябрь», заслуженный агроном республики товарищ Басыров и председатель колхоза «Герой социалистического труда», депутат Верховного Совета СССР товарищ Яхин повседневно следят за ходом созревания почвы и своевременно выводят на поля как гусеничные, так и колесные тракторы. Закрывают влагу в первые 1-2 дня с момента созревания почвы. Предпосевная культивация проводится лаповыми культиваторами в день или накануне посева на глубину заделки семян. Предпосевное прикатывание производится на легких почвах, послепосевное преимущественно в сухую погоду. Лучшим временем посева ранних яровых, пшеницы, ячменя, гороха и других илишевцы считают первые 7-8 дней от начала полевых работ. Семена пшеницы и других зерновых культур заделывают на 5-6 см, при сухой погоде на 1-2 см глубже, при сырой мельче, но всегда так, чтобы они легли на плотную подошву и во влажную почву. Посев поручают опытным трактористам, комбайнерам и лучшим колхозникам. В районе силами колхозов проводятся культур-технические работы. В последние годы с помощью специальных корчевателей, изготовленных местными механизаторами, очищено от кустарников и пней и введено в оборот более 500 гектаров. После появления всходов комиссия определяет качество посева. За хороший посев механизаторам выплачивают расчетную ставку и еще 20% дополнительно. При отличной оценке надбавка увеличивается до 50%. Производство семян в колхозах сосредоточено в специализированных семеноводческих бригадах, где нарезаны специальные севообороты, исключающие возможность механического и биологического засорения сортового материала. Илишевский район – район сплошных сортовых посевов. Сортосмена и сортообновление производятся систематически по принятому плану. Семена элиты для участков размножения завозят ежегодно. На полях колхозов наведен образцовый агрономический порядок. Полевые дороги проложены, как правило, по границам полей. Края полей, площадки вокруг столбов обработаны и засеяны. В районе поля очищены от сорняков. Основой борьбы с сорняками считают своевременную и доброкачественную обработку почвы. Химические средства борьбы применяют по мере надобности. Перед уборкой еще раз осматривают состояние посевов, определяют биологический урожай. В колхозах установился такой порядок. Комбайнер убирает тот хлеб, который сам посеял, как сказать по пословице, как посеял, так и пожнешь. Оплата труда комбайнеров поставлена в прямую зависимость от количества намолоченного зерна. Повышение культуры земледелия и урожайности увеличило реальные доходы колхозов за последние годы в 2-2,5 раза.
Труд колхозников хорошо оплачивается. В колхозе «Правда», например, в 1970 году средний месячный заработок колхозников составил 150-160 рублей. Кроме этого, колхозники получили дополнительно от 20 до 50% за отличную работу, за стаж, за классность, за сверхплановую продукцию. Например, тракторист первой бригады Шагиев Раис в 1970 году получил 2060 рублей основной заработной платы и 515 рублей дополнительно. По мере роста материального благополучия меняется и облик деревни. Колхозники строят новые дома с газом, водопроводом и другими удобствами. В колхозе «Коммунар» в прошлую пятилетку более половины семей справили новоселье. За последние годы колхозы района экономически настолько окрепли, что смогли возвести за счет прибылей много типовых производственных и культурно-бытовых объектов. Особенно много строит колхоз «Правда». Здесь построена средняя школа на 350 учеников и интернат при ней. Построены хозяйственные помещения, 2 коровника, 4 свинарника, телятник и другие объекты. В колхозах работает более 250 специалистов с законченным высшим и средним образованием. Сейчас в вузах страны все колхозы имеют своих стипендиатов. Готовятся не только инженеры и агрономы, но и специалисты по культурно-массовой работе в клубах и дворцах культуры, имеющихся в каждом колхозе. Хайырлы кис, добрый вечер. Начинаем концерт. Выступает ансамбль народного танца колхоза «Искра» Илишевского района. Художественный руководитель, тракторист Басыров. Больших успехов добились илишевцы, но они не успокаиваются на достигнутом. Вдохновленные решениями 24-го съезда нашей партии, они намечают пути дальнейшего повышения культуры земледелия и роста колхозного производства.